Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Еще более масштабный и практический, чем первый. В Сухуми завершился второй Абхазский медицинский форум. Он посвятил свою жизнь абхазской науке. В Ибиги проходит итоговая научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения академика Хуху Табгашба. Впервые после долгого перерыва Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в пасхальном фестивале Валерия Гергиева в Москве. В Сухуми завершился второй Абхазский медицинский форум. В нем приняли участие более 300 абхазских и российских медиков и ученых, а также министр здравоохранения России, Приднестровья и Южной Осетии. В ходе форума российские врачи проконсультировали абхазских пациентов и отобрали самых тяжелых для проведения высокотехнологических операций и последующей реабилитации. Также зарубежные специалисты поделились с местными врачами последними научными открытиями, новыми методиками и тактиками лечения. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Медицина, пожалуй, самая динамично развивающаяся наука. Каждый день в мире делают научные открытия, совершенствуются медицинские технологии. Меняется подход к лечению, предупреждению множества заболеваний. Задача врача – вылечить пациента, а значит сохранить трудоспособного гражданина. Для государства и общества важно, чтобы максимальное число людей были здоровы. Поэтому в медицине сегодня важное место занимает перинатальный скрининг, то есть оценка здоровья еще нерожденного человека. Новыми знаниями в этой области с абхазскими коллегами поделилась Карине Отарян, сертифицированный специалист Международного фонда медицины плода. Это здоровые дети, это здоровое поколение. Более того, это обоснованный выбор семьи, да, на последующую тактику планирования беременности, потому что те заболевания, которые мы выявляем, они многие носят наследственный характер, да? Это и планирование здорового поколения в будущем, ну и более того, те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, например, пороки развития сердца, там, костно-мышечной системы, да? Они подвергаются коррекции. Для этого существует пренатальный скрининг с дальнейшим консультированием, созданием пренатальных мультидисциплинарных консилиумов для того, чтобы сразу после рождения при определенных ситуациях помогать малышу, чтобы в дальнейшем он жил уже не имея никаких проблем. По словам кандидата наук, у врачей и будущих матерей должна быть возможность выбора. Рисковать и вынашивать плод, которому поставлен несовместимый с жизнью диагноз, или все же делать аборт, выяснить причину патологии и потом уже зачать здорового ребенка. Запрет на аборты, наверное, это не совсем правильно. Да? Все-таки оговорка по медицинским показаниям нужна. И, соответственно, для чего и нужны? Вот обязательно создание пренатальных консилиумов для того, чтобы профессионалы это решали, да, и, возможно, все-таки делать какие-то исключения. Есть определенные пороки развития и генетические синдромы, которые не жизнеспособны. Здесь опять у нас задача пренатального консилиума информировать семью соблюдением всех этических норм, потому что есть религиозный аспект, да, но в любом случае наша задача донести до семьи, что ситуация неисправима, и наша задача максимально рано выявить эту проблему, чтобы в дальнейшем планировать беременность уже здоровым малышом. Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Центрально-научно-исследовательского института стоматологии Жирулах Ашуев рассказал о связи здоровья зубов и всего организма. Зуб – это недооцененный основной орган человеческого организма. Каждый зуб связан с определенным органом, поэтому прежде чем удалить зуб, мы должны понимать, что мы наносим ущерб определенному органу. Допустим, клык удаляем, страдает зрение. Удаляем 8-й зуб, страдает сердце. Вот 6-й зуб держит прикус, осанку человека. Я могу как профессионал определить, как человек ходит, у него есть 6-й зуб или нет. 6-й зуб вообще нельзя удалять. Если удалили по какой-то причине, по необходимости, срочно надо туда устанавливать зубной имплантант или, допустим, лучший имплантант, чтобы не повредить соседние зубы. Очень часто зуб потерял человек и еще
ортопеды начинают препарировать абсолютно здоровые соседние зубы. Это каждые 5 лет надо менять ортопедическую конструкцию, и это чревато уже как инвалидностью. Ашуев участвовал в первом медицинском форуме в Абхазии. По словам доктора, в этом году его абхазские коллеги уже наравне с российскими врачами участвовали в дискуссиях. В прошлом году я был, делал доклад по челюстно-лицевой хирургии, по суставу, по имплантологии. И люди в основном смотрели, внимательно слушали. А в этом году была какая-то обратная связь, более активная. Я многих узнавал, они меня узнавали, мне было очень интересно. Мы проводили консультацию в Центральной клинической больнице, и это тоже больше было на сей раз желающих послушать меня во время консультации. И очень интересно на самом деле. В этом году было более насыщенно. Президент приезжал, это же тоже дорого стоит. А Владимир Николенко, заведующий кафедрой анатомии и гистологии человека первого меда, а также завкафедрой нормальной и топографической анатомии МГУ, рассказал про новейшие открытия, которые делаются в анатомии человека в последние десятилетия, и какую роль они играют в лечении, казалось бы, неизлечимых болезней. Во всех учебниках анатомии, атласах, руководствах написано, что лимфатической системы нет в головном мозге, и мы так учим студентов до сих пор. Оказывается, она есть. Это открытие тоже первой четверти 21 века. Есть дренажная система, глимфатическая система. Эта глимфатическая система, она удаляет шлаки, удаляет продукты метаболизма в нервной ткани. И если она работает слабо, то в мозге, особенно в гиппокампе, это банк долгосрочной памяти нашей, накапливают тау-белки, бета-амилоид, которые и являются причиной развития болезни Альцгеймера. И фармфирмы сейчас они нацелены на создание лекарственных препаратов, которые усиливают функцию глимфатической системы. Как видите, эту систему и не знали. Как рассказывает академик Николенко, в организме человека есть еще множество неизученных органов. Один из них находится в носовой перегородке. Он не имеет критического значения для жизни, но его функции до сих пор остаются тайной. И, возможно, их открытие скажется на качестве жизни человека в будущем. И именно этот орган, он улавливает феромоны. Феромоны, которые связаны напрямую с древней корой. Когда она стала в мозге образовываться, это высший уровень стратификационное развитие нервной системы, нервной ткани. В коре, древней коре, туда идут непосредственно эти импульсы от этого органа. Поэтому это поведенческая реакция, инстинкт, древнейший инстинкт, из-за него птицы летят на юг, на север, рыбки плывут. Лор-хирурги, они исправляют носовую перегородку, делают это септопластика. Пластические хирурги делают форму носа другую, где-то горбинку убрать, где-то курносый нос сделать. Они делают ринопластика, и они работают на перегородке носа. И первый вопрос мой был, а как реакция на феромоны у этих людей? Никто не жаловался. А вы анкетировали хотя бы своих прооперированных пациентов, пациенток? Вот, конечно, нет. И мы занялись этой проблемой. Мы смотрим ультразвуковым аппаратом, другими волновыми приборами. По словам академика Владимира Николенко, большое значение для развития даже региональной медицины играет патологическая анатомия, то есть вскрытие, которое в Абхазии редко делается даже в случае смерти пациента в больнице. Патологоанатомический диагноз – это он остается до сих пор самым таким важным. Делают сейчас и во многих странах перешли на МРТ, КТ-диагностику, как бы вот такое виртуальное вскрытие, тоже смотрят человека. Но многие моменты, они будут опускаться, мы не заметим
не заметим их, не заметим. Второй медицинский форум в Абхазии стал еще более масштабным мероприятием, чем первый. В нем приняли участие более 300 абхазских и российских медиков и ученых, а также министры здравоохранения России, Приднестровья и Южной Осетии. В ходе форума российские врачи проконсультировали абхазских пациентов и отобрали самых тяжелых для проведения высокотехнологических операций и последующей реабилитации. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. В ходе работы второго этапа второго Абхазского медицинского форума на основании решения Президиума Российской академии естественных наук почетной медалью за особые заслуги имени Ивана Павлова, выдающегося русского физиолога, лауреата Нобелевской премии, награждены Анжела Арчели, главный внештатный терапевт Минздрава Республики Абхазия, заведующий терапевтическим отделением Республиканской больницы Алиса Мато, заместитель директора по научной работе и ПИТ Академии наук Абхазии, заведующий лабораторией иммунологии и вирусологии. Также почетными медалями за служение свободе и просвещению Екатерины Дашковой, выдающегося общественного и государственного деятеля России, награждены Шазина Хурхумал, главный внештатный пульмонолог Минздрава Республики Абхазия, руководитель национальной противотуберкулезной программы, Мрамза Кварча, онколог, мамолог отделения хирургии Национального онкологического центра, Ирма Кочарава, врач-кардиолог отделения кардиологии Сухумской городской клинической больницы. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гуля открылась 68-я итоговая научная сессия. В этом году она посвящена 110-летию со дня рождения доктора филологических наук, академика Академии наук Абхазии Хухут Абгашба. Научная сессия будет проходить с 23 по 26 апреля. Директор Абеги, кандидат филологических наук Арда Ашуба, рассказал о деятельности института за отчетный год. В Абеги работают 143 человека, из них 111 научных сотрудников. Ежегодно институт проводит внутри страны археологические, этнологические и фольклорные экспедиции. В 2023 в Абеги было проведено более 20 научных конференций, среди которых были и международные. Арда Ашуба отметил, что сегодня отмечают юбилей человека, который посвятил свою жизнь абхазской науке. Сын Хухут Абгашба, археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук Олег Абгашба не смог присутствовать на итоговой научной сессии, но прислал видеообращение. Он рассказал, что Хухут Соломонович был интровертом. Это проявлялось в его поведении, отношении к людям. Относился он довольно ровно, ни разу не повышал на меня голос и, естественно, и руку. Я относился к нему с пиететом, уважением, но, тем не менее, немножко побаивался. Воспитанием моим в детстве он особенно не занимался, все было переадресовано в адрес моей бабушки по материнской линии Александры Владимировны, которая пела девушкой в церковном хоре до замужества Андрея Максимовича Чочо, моим дедушке по материнской линии. Ну, он особенно, конечно, как я сказал, воспитанием не занимался, никуда не ходил со мной, но иногда он брал меня в институт после 5 часов вечера, потому что люди в то время после 5 часов вечера снова начинали работать, потому что вождь народа, он как раз в это время тоже начинал работать до 12 часов ночи. Ну, вам, наверное, будет интересно, как выглядел институт в то время. Первый его вариант. До ремонта и до, конечно, естественно, пожара. Там в зале стоял большой стол бильярдный, на бильярдном столе пинг-понговский. Когда надо было, они играли на бильярде. Отец, правда, не знал все премудрости теории игры на бильярде Кориолиса, обратно Эфе, но он, когда бил центр шара, тот залетал в лузу, он радовался, как ребенок. Про детство. Он был рассеянный с улицы Бассейной, как настоящий ученый. Был Новый год, нужна была елка, а он все не покупал. Мы ждали, не дождались и купили не только елку, но и украсили ее. Он пришел в комнату
Сел рядом с елкой, чуть ли не касаясь коленями, взял газету, стал читать. Я говорю: папа, давайте, когда мы купим елку? Он говорит: сейчас чай выпьем и куплю я. Я стал смеяться, он поднял голову, увидел елку, посмотрел на меня, и я захлебнулся в своем смехе. Но он меня не поругал. Конечно, это ему было неприятно, ему не понравилось. Старший научный сотрудник сектора русского языка и литературы Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени Тахогоди Миасат Муслимова поздравила всех с открытием конференции и чествованием выдающегося академика Хухут Абгашба. Та деятельность, которая проводится в Абхазии по и увековечиванию имен выдающихся сыновей и дочерей своей Родины, и по развитию науки, культуры, она не может не вызывать восхищения. Потому что даже вот сейчас, слушая родной язык, я наслаждалась звучанием речи и тем, насколько чистая родная речь, которой нет никаких других вкраплений на мой слух. У нас проблема очень остро стоит защиты родных языков. В семьях перестают языки функционировать. Мы, к сожалению, Дагестан самая богатейшая республика по этническому разнообразию, только коренных 36, там и 40 разные цифры называются языков. Вот этот процесс идет. И вот мне кажется, Абхазия — это замечательный пример, и я желаю успехов на этом пути, поддерживать вот эту тенденцию сохранения родной культуры, родных языков. Она наградила Геннадия Аламия и Владимира Зонтария медалью имени Салиха Гуртуева, учрежденную Клубом писателей Кавказа. На пленарном заседании с докладом «Жизненный путь и научное наследие Хухут Абгашба» выступила доктор филологических наук профессор Агу Лиля Хакба. С докладом «Сибирский период Салуман Абгашба» кандидат исторических наук профессор Агу Станислав Лакоба. В данное время не только мы отмечаем 110-летие Хухута Саламоновича Абгашба. Ну, наверное, многие об этом не знают и не могут знать, но в этом году 150 лет исполняется его отцу Салуману Абгашба, который 1874 года рождения, а умер в 1922 году, то есть он прожил всего 48 лет. И когда его не стало, Хухут Саламоновичу было 8 лет. Очень интересная судьба этого человека, я не буду сейчас подробно говорить, потому что в Абхазии все знают, что это был, в принципе, народный герой, воспетый в песне. Но архивные исторические материалы, этих материалов не было долгое время. И вот у меня была такая программа о политических ссыльных из Абхазии во внутренних губерниях Российской империи. И я с 1986 года занимался этой темой. У меня был ряд поездок, и я, в общем, тогда объездил практически все архивы Советского Союза, и сибирские, и дальневосточные, и уральские, и североевропейской части СССР, ну, не говоря уже о центральных архивах. Очень много материалов было, это было все с одобрения легкой руки Георгия Алексеевича, который, в общем, говорил, что очень хорошая тема, и жаль, что я на нее не обратил в свое время внимания. Вот новый документ, датированный сентябрем 1901 года, из которого стало ясно, что Абгашбай Соломон содержался в самой большой из Нерчинской тюрем в Зерентуйской каторжной тюрьме. Не помню, есть ли это в его прошении к царю. Так, в сентябре 1901 года в ней содержалось около 900 человек. И еще прежде чем заключенный каторжанин попадал в ссылку, он проходил своеобразный промежуточный этап. Перечислялся в разряд исправляющихся. Затем, если он не подвергался наказаниям, через пару лет его освобождали на жительство вне тюрьмы. Также с докладами выступили ученые Ирина Басария и Налгицба Мадлена Лакарба. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ.
Почетному председателю Санкт-Петербургского абхазского общества Апсны Рауфу Тархуновичу Айба в апреле исполнилось 90 лет. Во время Отечественной войны народа Абхазии Рауф Айба руководил работой, проводимой в тот период абхазской диаспорой. Чтобы мир узнал правду об Абхазии, питерские абхазы работали над тем, чтобы как можно больше материалов о войне в Абхазии появлялось в средствах массовой информации России. На днях в Санкт-Петербурге в ходе культурного вечера отметили юбилей Рауфа Айба. В день вашего 90-летия позвольте пожелать вам, уважаемый Рауф Тархунович, доброго здоровья, бодрости духа, долгих, счастливых лет жизни. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжанин. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, заветными воспоминаниями и радостью от осознания того, что новые поколения граждан Республики Абхазия и Российской Федерации почитают ваше колоссальное наследие, которое все мы будем бережно хранить и для следующих поколений. С уважением, Муса Хабалевич Игзеков. Пегас — это зоу, можно сказать. Вы как наш нарциструпа, а это зоу. Такая бронзовая скульптура. Передачу Екатерины Бебе с культурного вечера в Санкт-Петербурге, посвященного юбилею Рауфа Айба, смотрите после выпуска новостей. Туризм и рейтинги. Абхазия попала в топ-5 ведущих направлений для отдыха на майские праздники. Республика уступила Турции и Арабским Эмиратам, заняв 3-е место по популярности у россиян. По данным аналитиков АТОР, за 2 недели с конца апреля по 10 мая в Абхазию приедет около 70 тысяч туристов. Средний чек тура без перелета на одного человека составит 15-20 тысяч рублей на 5 ночей. В число популярных направлений вошли Египет и Таиланд. Мультимодальные перевозки из аэропорта Сочи в Абхазии начнутся 30 апреля. 2-й год подряд электропоезд «Ласточка» будет курсировать из аэропорта в Гагру. Его главное преимущество – прохождение таможенных формальностей внутри вагонов без высадки пассажиров. Благодаря мультимодальным перевозкам пассажиры могут приобрести один билет на маршрут, требующий передвижения разными видами транспорта. 51 блок сигарет без марок акцизного сбора Абхазии обнаружили на таможенном посту ПСОУ. Их пытались перевезти из России в Абхазию в багажнике автомобиля. Сигареты изъяли. Материалы по делу направили в отдел дознания таможенных расследований ГТК Абхазии. Печальная весть: ушел из жизни главный тренер сборной Абхазии по греко-римской борьбе Надар Козаев. Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Надара Ефимовича. Мы навсегда запомним его неиссякаемый оптимизм, жизнерадостность, инициативность и высокие душевные качества. Всегда отзывчивый, внимательный, с добрым сердцем и открытой душой. Он пользовался уважением и любовью в коллективе. Его ценили, уважали за профессионализм и доброту, за справедливость и легкое чувство юмора, а также за столь редкое сейчас удивительное неравнодушие к окружающим его людям, говорится в частности в траурном адресе Госкомспорта. Продолжаем выпуск. Государственная хоровая капелла Абхазии впервые после долгого перерыва примет участие в пасхальном фестивале Валерия Гергиева в Москве. Кроме того, коллектив даст концерт в Центре современной музыки «Тон». Он состоится 15 мая, и в нем примут участие заслуженный артист Абхазии, хоровой и симфонический дирижер Александр Соловьев, дирижер, студент Московской консерватории Барас Кужба и скрипачка, студентка консерватории Эмилия Терзиан-Хагба. На репетиции хоровой капеллы Абхазии побывала Надежда Боровикова. Московский пасхальный фестиваль – это ежегодный российский фестиваль классической музыки, основанный по инициативе главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева. В этом году в хоровой программе примут участие более 25 коллективов из разных уголков России. И впервые после долгого перерыва Государственная хоровая капелла Абхазии. До войны капелла участвовала на этом фестивале, но после войны как-то все меньше и меньше, и давно уже мы не участвовали. В этом году, поскольку проходит спецоперация,
военная. Вначале было принято решение о том, что этот фестиваль будет немножко укороченный, и поэтому в этом году мы не рассчитывали, честно говоря, попасть на этот фестиваль, но в итоге было решено, что абхазская капелла как раз будет участвовать в этом году, и дополнительно дали 3 дня на этот фестиваль. 13 мая абхазская капелла выступит в кафедральном соборе святых Петра и Павла, 14 в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Вход на эти концерты свободный, а 15 мая утром капелла даст закрытый концерт для подопечных геронтологического центра «Восточный». Все 3 концерта будут разными. Поскольку разная публика, поэтому мы сделали 3 разных программы. Естественно, какие-то сочинения повторяются, но есть новые сочинения. Кстати, мы будем впервые исполнять несколько сочинений, даже те, которые в Абхазии еще не слышали. Это 2 сочинения московских композиторов. Одно будет вообще впервые звучать в исполнении нашей капеллы. Ну и плюс наши аранжировки, произведения абхазских композиторов, скажем, Ауарден, Рождена Гумба и так далее. Константин Чингеле будет. Это уже звучало, правда, в Абхазии «Молим тебя, Святая Мария». И еще есть у нас колыбельные Махаджиров, Лакарба. Это довольно новая аранжировка, которая мало звучала. Естественно, части абхазского реквиема, который уже звучал здесь. Такая программа, она очень большая, насыщенная. Участием в пасхальном фестивале гастроли Государственной хоровой капеллы Абхазии не ограничатся. 15 мая вечером капелла даст большой концерт в Центре современной музыки «Тон». Поскольку мы не каждый день ездим в Москву, и у нас 3 концерта это в рамках фестиваля, а другой концерт и мастер-класс. Это было предложено нам Академией хорового искусства имени Попова. Ректор, заслуженный артист Абхазии, кстати, недавно стал, Александр Владиславович Соловьев, предложил провести другой концерт. И Соловьев будет дирижировать абхазской капеллой, и Барас Кучба, ваш выпускник консерватории, будет дирижировать. Солисткой будет наша скрипачка, студентка 1-го курса Московской консерватории Эмилия Терзян-Хагба. Так что у нас очень насыщенная, как вы видите, наша поездка в Москву. Впервые в Москве хоровая капелла Абхазии исполнит произведение композитора Хиблы Амичба, представителя Абхазии в Германии. Конкретно для нашей капеллы написано именно это новое сочинение на стихи Мущны Ласурия «На Стамбульском рынке». Но мы немножко изменили, название будет «Стамбульская слеза». Это о трагических страницах махаджирства, где на рынке стамбульском мать продает своего сына, чтобы он не умер с голоду. Это совершенно новое сочинение, которое недавно написано и по нашей просьбе. Очень удачное сочинение, и мы предложили Хибле писать еще для хора. 38 артистов хоровой капеллы вернутся в Абхазию 16 мая и сразу же возобновят репетиции. Впереди весьма загруженный летний сезон, открытие которого состоится в июне в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Волонтерская программа «Миссия Добро» открылась в Сухуми. Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже 3-й год. В этот раз она охватит всю республику. 30 преподавателей и 8 студентов Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре. Встретиться с молодежью, сыграют с ними в брейн-ринг. «Миссия Добро» организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК.
В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 24 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-28. Температура морской воды плюс 15. Волнение морской воды умеренное значительное. Относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.